Як нам об'ясняли, що ніяких послідствий після цієї аварії не буде, це неправда. Ну, а я думаю так, що біда нас постигла, наша біда. Ну, це біда не тільки наша, це біда нашого всього Союзу, всієї нашої країни. Хватить мовчати, треба кричати вже, тому що сьогодні ми, завтра другі. Дагэтуль чалавецтва ніколі не мела нагоды зазнаць негатыўныя наступствы ўздзеяння атамнай энергіі, якая вырвалася з-пад кантролю аж да 1986 года. Ну, 26 апреля мы утром встали. Муж собрался на работу. Вот, ничего не знали об аварии еще. Вот. Он взял велосипед, поехал. Доехал, там мост у нас в Припяти был. Доехал туда. Его не пропустили, он вернулся обратно. И говорит мне: ты знаешь, там какая-то авария на атомной. Ну, авария. Все. И так мы дома уже там позавтракали, я пошла на работу, я работала в школе секретарем, взяла Лену, Лена маленькая была, пошли в школу, прихожу, конечно, там меня наругались сразу, говорят: ты что, с ребенком пришла, ты что, не знаешь, что такая авария? Я говорю: да нет, ничего не знаю. Ну, нам там дали по таблеточке, конечно, мы сидели, потом пришли домой. Уроков не было. Я ушел на улицу гулять. Был тогда, купили новый велосипед на день рождения. Ему еще даже месяца не было. Я катался до вечера, пока не остановили меня. Потом подошли ко мне два милиционера и говорят: ну давай у него померяем радиацию на велосипеде. Давай, померили, потом говорят, типа: о, мальчик, типа, говорит, поставь этот велосипед и больше его не трогай, помой. Ну, я сделал так, как они сказали, я поставил, больше его не трогал. Вот, и уже услышали первые эти новости из заграничного радио. Вот. Даже была демонстрация на 1 мая, все дети пришли, когда это все падало с неба, это радиация, этот йод радиоактивный. Все приходили на митинги, как всегда заведено. Мы бросили вызов догмам, готовых рецептов нет. Мы верим сердцам свободным и ритмам летящих лет. На улице лотки стали открытые, мороженым торговали, пирожками, все это поедалось. Дети открытыми ходили. Вот. Никто этого не говорил.
я заметила, что она стала, ну, стане договорить, голова боліться, а то ей та боліться. И вот сразу же уже повезли ее в Минск. От школы врачи были и записали, обнаружили в ее. И вызвали туда, завезли там и начали проверять. И сразу же детей, уже срок был приехать, а детей привезли, я пошла встречать, а моей нету. Я спросила, дети говорят, что вашу Таню отвезли в Минск операцию делать. Таких, как она, девочек и мальчиков очень много. Сейчас очень много после аварии на атомной электростанции Чернобыльской, так называемой гиперплазии, то есть увеличенной железы очень много. Мы сейчас считаем это вариант нормы. Но эти больные должны быть под наблюдением. Под наблюдением терапевта и грамотного хирурга. Хирурга-эндокринолога, который имеет дело именно с опухолями щитовидной железы. Здоровье детей ослаблено, очень ослаблено. Из 20 человек, из 18 где-то у меня девочек, на физкультуру посещают где-то человека 2 ученицы, где-то 2. В основном все освобождены по состоянию здоровья от уроков физкультуры. Очень часто дети лежат в больницах, очень частые головокружения есть, и часто очень кровь идет с носом. То есть дети очень ослабленные, очень ослабленные. И взять вот нас картотека, мы этих детей всех обследуем. У каждого ребенка есть какое-то заболевание. Практически здоровых у нас детей очень мало, человек 4-5 на всю школу. А так все дети, в основном это в первую очередь щитовидная железа страдает, разная степень, первая, вторая, первая А, первая Б. С чем это можно связать? Только с Чернобылем. Более того, клиническая картина не такая, как мы наблюдали рака до Чернобыля. Там мы наблюдали отдельные узлы, которые длительное время, там, год, 2-3 наблюдались, потом мы их оперировали, и там, возможно, были очаги перерождения. Сейчас идет какая-то галопирующая форма течения. Как только мы видим узел, вот моментально мы делаем его обследование, специальный метод исследования. Находим там рак. Более того, не зависит от величины. Это будет маленький узелок, большой. Очень часто мы находим уже метастазы. То есть метастазы рака в регионарные лимфоузлы. Вот это течение галопирующее, быстро метастазированные близлежащие органы, в данном случае лимфоузлы шеи, прорастание в трахею, в сосуды шеи. Это говорит о том, что именно это радиационный рак. Чернобыль, это у нас, как полигон. Как полигон, понимаете, это именно рака щитовидной железы. Как полигон, на котором учится весь мир. Главным образом это лечение хирургическое. Оно заключается в удалении всей опухоли и часто бывает удаление всей железы. А вот когда появляются метастазы рака в лимфатические узлы, тогда производится более широкое хирургическое вмешательство на шее. Удаляются все эти метастазы. Почему мы отставим операцию именно тотальное удаление органов? У нас морфологически,
доказано, что радиационные поражения обладают мультифокальным ростом. То есть не только в одном месте поражения, очаг поражения, в узлы, а находим очаги поражения и в противоположной доле. От 30 до 40%. Удаление всей щитовидной железы, несомненно, сказывается на здоровье человека. Это орган, который регулирует наши энергетические процессы. Поэтому после операции он вынужден всю жизнь последующую принимать препараты. Вот прием тироксина в какой-то степени обеспечивает это, компенсирует. У нас прооперировано очень большое количество. Более 200 больных уже прооперировано по детей по поводу раков щитовидной железы. Это в мире только много, у нас и у белорусов, которые тоже пострадали после аварии. Вот. Это самый большой материал. И мы считаем, что вот из этих всех больных, которые мы прооперировали, не умер пока ни один. Заметный рост возник у детей, раком щитовидной железы, возник в 1990 году. А затем с каждым годом увеличивалось, и в последнем, 95-м году, уже 91 случай рака щитовидной железы у детей. А всего за весь период времени 424 ребенка. Это большая цифра. Большая, потому что в европейских странах рак щитовидной железы очень редкая болезнь. Это 1 случай на 1 миллион детей. А у нас в одной Гомельской области уже 120 случаев на 1 миллион детей. СССР, держава, навукоўцы якой падпісаліся пад праектам АЭС, ужо не існуе. Украіна, новы ўласнік станцыі, не мае грошай, каб зачыніць яе, аднак разлічвае на дапамогу захаду. Беларусь не мае ані грошай, ані дзейных рэактараў, якіх мог бы баяцца свет. Улады краіны нас могуць толькі інфармаваць пра генетычную бомбу запаволенага дзеяння, гадзіннік якой запусціла трагічная катастрофа. В результате катастрофы в воздух было выброшено, по разным оценкам, от 50 до 180 миллионов кюри загрязняющих веществ. На территории Республики Беларусь выпало примерно 70% этих загрязняющих веществ. 22% оказалось загрязненными радионуклидами. В Южном Пятне, в 30-километровой зоне от Чернобыльской атомной станции, находится стронций-90, плутоний. А пятно, северное пятно, которое находится в Могилевской области и севере Гомельской области, в основном сформировано цезием-137. Со всех зон свыше 40 кюри. Показаниям медицинским надо уезжать. В этом году обязательно переселим вас туда. Вот там тоже радиация, 7 кюри, ну уже не 147. Или не 1500, как было возле школы нашей, 1500. Все можно есть, все, вот, пожалуйста. Нехайте глядять, все не глядять, а мы никуда не поедем. Уже застигла зима. А у тея хаты мы не поедем, что ни свету ще, ни воды, ни тепла, нема ничего, и не крашены при том, и все. Я вам прямо скажу. Все. На зиму страшно ехать, мы боимся холода, вот что. Они сжились, они по соседству привыкли, они на работе все вместе. И если не сказали, если где-то будут нас переселять, если будет такая возможность у кого-нибудь, то пусть вся деревня вместе. Как были здесь, так переехали, там же тот же самый колхоз, та самая работа, все дети, и только вместе. Потому что в одиночке они не выживут. Потому что совсем другой климат будет, совсем другая уже обстановка. Остыли!
Молодцы! Ну, в эту кювету я помещаю продукт питания. Молоко, мясо, там, картошку, ну, любой, чем мы питаемся. Потом я ставлю на весы, взвешиваю пробу. Я записываю в журнал, кто принес эту пробу. Все это под число, номер ставится, наименование того, кто принес и откуда доставлен продукт. Затем эту мы кювету ставим в этот прибор. И она тут замирается уже самостоятельно. Через минуту здесь выдает результат. Вот молоко, допустимо, норма 111 беккерелей на литр. У нас эта норма 412, есть 700, есть даже некоторые пробы больше 1000 беккерелей доходит. Вот. Сено при норме 1850 у нас и 16 тысяч беккерелей. А вот грибы взять сухие, которые люди очень потребляют в пищу, у нас доходит до 21 тысячи беккерелей. У нас обстановка стабилизировалась. Если вот в первые годы можно было, ну шло там и повышенное, и пониженное, то сейчас уже примерно оно все распределилось, все, что можно было, упиталось в землю. Да. И так уже идет. Ну, в общем, можно заранее сказать примерно, сколько где что у нас дает, какую примерную радиацию, то или другой продукт. Ну, в основном загрязнение продуктов бывает. Это в основном грязные у нас дикорастущие ягоды, такие как клюква и черника. Я людям объясняю, я им довожу до сведения, что такие продукты питания в пищу употреблять нельзя. Естественно, у людей накопление радиации внутри разное бывает. Вроде бы все живут в одной деревне, но один ребенок более-менее чистый, а другие дети, другие семьи, там очень высокие уровни радиации у детей. Живем в такой местности, мы знаем, что это радиация, и не надо его, но мы мусим. Мы из этого живем. Летом мы ходим по чернику, собираем ее, продаем. А осенью ходим по клюкву, болотами там, и далеко идти. Яку-то копейку маем, и надо ж купить и детей одеть, надо ж купить и продукты, хоть немножко чистейшие. Зарплаты у нас маленькие, и в колхозе, и вот я мало получаю, потому что детки слабые, старший такой слабой, и желудок, и печень, и все такое. А средние что? Что хуже? И сердце, печень, желудок, и на ноги. Гулять, что-то ноги от выкалывания робили в Минске. Вот такая. И средний, что-то и маленький тоже. Детки очень больные. Они все
все понимают, и они осознают, и это готовы делать, но они не в состоянии делать, потому что у них не хватает материальной помощи. Чтобы закупить продукты питания чистые в магазине, нужно денег много, потому что продукты дорогие, а зарплата очень низкая у нас. Поэтому они хоть бы и рады это сделать, но они не могут, потому что у них не хватает средств. И они вынуждены питаться из своего подворья, с этого же самого леса, с этого болота, клюкву собирать, чернику, грибы разные. И молоко, естественно, потому что зарплата маленькая, а питаться надо. И они говорят, лучше мы умрем от радиации, чем с голода. Каждый год в нашей школе детей все меньше и меньше. Это связано с тем, что родители, они боятся рожать. Я помню, когда наша школа была 700-600 учеников в школе, а теперь у нас только 225 детей. Это говорит о том, что родители, они еще молодые, их детей мало, но они могли больше родить, но не боятся, они не знают, что дальше нас ждет, что эти детей, они сейчас уже видят, как их часто возят, как их травмируют эти поездки, все, и они просто переживают, они боятся рожать. Они могли в состоянии родить и воспитать, и вырастить этого ребенка, но они боятся рожать, потому что радиация большая. В течение этих 10 лет отмечается рост онкологической патологии со стороны и других органов и систем. Вторая проблема, которая нас волнует практических врачей, это проблемы заболеваний со стороны желудка. Многие из этих детей даже и жалоб не предъявляют, но при эндоскопическом обследовании и исследовании этих детей обнаруживаются атрофические изменения со стороны слизистой желудка или гипертрофические явления. Имеют повышенное накопление радионуклеидов. 2 года работает Институт охраны материнства и детства по изучению содержания радионуклидов в грудном материнском молоке. Оказывается, что не только женщины, которые родили деток в нашем роддоме, в своем грудном молоке содержат радионуклеиды. Содержат радионуклеиды и жительницы других деревень, даже тех, у которых нет повышенного радионакопления в почве. Психически не развивается. Хочешь. Психика у нее отсутствует, она тоже, ей двухлетняя уже, но больше чем на 2 месяца не развивается. Тоже, естественно, у него есть парезы, параличи, грыжа у него закрытая, спинномозговая жидкость не вытекает, поэтому он живет. Он с пороком развития днем. Открывай ротик. Ну, Антоша, шире ротик. Деформированные суставы. Суставов как таковых тут вообще-то нет. Ручки, ножки. Настя, Настя. У ребенка органическое поражение мозга. Ему 11 месяцев. Чем больше загрязнение территории радионуклидами,
тем выше прирост патологии. То есть плюс 5% родилось детей с пороками развития, по-видимому, в связи с загрязнением радиацией. Это там, где выше 1 кюри. А если выше 15 кюри, там намного выше, там выше 30% прирост связан с радиацией. Вот данные официальной статистики. С 85 по 94 год вот абсолютные цифры рождения детей с пороками развития у нас в Беларуси. А вот проценты или промилле на 1000 родившихся. Вы видите, 85 год 12%. Поднимается, 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 достигает 16. Потом 17-17 остается как бы на одном уровне на протяжении 3 лет. Вот эти цифры – это данные официальной статистики, которые регистрируются на правительственном уровне, и правительство получает эти сведения. И тогда получается, что все в порядке. Это поднялось и зафиксировалось высоко. Но вот то, что в скобках, это мы прерываем вот такие беременности по нашим показаниям. Мы их прерываем. 200, 300, 400, 500 в год мы прерываем. И если мы учтем то и другое, а если бы мы не мы, они же бы все равно родились, эти дети, то вы видите, что делается 16, 18, 19, 20, 22. То есть продолжает увеличиваться, если бы мы не вмешались. Но так как мы вмешаемся, мы задержали. И если, так сказать, мы выполним ту программу, которая в государстве запланирована, то мы это все остановим. Я думаю, что уже пик сам прошел, будет постепенно падать. Очень длительно этот период будет длиться, многие годы затянет, пока перестанут рожать те женщины, которые были сейчас обучены. Наши специалисты рассмотрели, и вот тут перед вами представлена карта прогноза загрязнения территории на 2016 год. Ну и по оценкам специалистов, значит, если сейчас загрязнено 45,5 тысяч километров, то где-то к 2016 году будет загрязнено около 30 тысяч. Я только хочу подчеркнуть, что это не совсем чистые зоны будут. Это просто эти зоны выйдут из зоны 1,5. Но все равно до аварийного уровня они достигнут еще даже не в 2016 году, а может через столетие.